Начнем очередное заседание антитеррористической комиссии Лузанского района. Никому не секрет, в какой ситуации мы сегодня находимся. В ситуации войны. Государство наше воюет практически со всем миром, можно сказать. И мероприятия, которые мы должны провести, и майские праздники мы должны провести, и мероприятия, проводимые в связи с ОГ и ЕГЭ, безопасностью, и которые... И вообще, я думаю, что безопасность сегодня нужно уделить особое внимание. Расслабляться или думать, что мы какие-то меры не должны принимать, или что у нас так спокойно сейчас, так хорошо, наверное, не совсем правильно. На сегодняшний день и в республике ситуация, вы видели и в ноябре, что случилось в Махачкале, и после этого, что было. Эти те молодые ребята, это те молодежь, которые это наши жители, наши дети, наши братья, и те упущения, которые мы допустили этого всего. Это было прямое наше упущение. Не обязательно, что Лузанский район, это повезло, что с Лузанского района там кого-то не оказалось, или кто-то не принимал участие. Поэтому мероприятия мы должны проводить ежедневно, еженедельно и с молодежью, и с работниками, и с соблюдением всех мер безопасности. Если мы раньше проводили какие-то мероприятия 1 мая и 2 мая, я не думаю, что сегодня наши люди сидят дома. Они тоже, наверное, в лесах, где-то там на майорках кто-то пошел, кто-то где-то принимает участие. И безопасности по всем направлениям, пожаробезопасность. Я думаю, что пока актуально на сегодняшний день нужно предупреждать всех, кто выходит. И другие вопросы, связанные с безопасностью. Сегодня первый вопрос, основной у нас идет вопрос по безопасности в период проведения майских праздничных дней. В район, может быть, не во все районы люди приезжают, у нас мероприятия, как мы проводили раньше. Я думаю, и в этом году будем проводить те же самые скачки, тот же самый волейбол, то же самое возложение. Может быть, мы в этом году проведем его на мемориальном комплексе Журавли, они там не раньше проводили в парке Великой Отечественной войны. Все-таки мемориальный комплекс у нас больше символизирует и связан с войной, Великой Отечественной войной, и с другими мероприятиями. И более удобное место сегодня, мы считаем, что в этот комплекс, чем проводить это мероприятие, чем в парке Великой Отечественной войны. И в парке Великой Отечественной войны 8 числа у нас будет, скорее всего, возложение цветов, будет открытие сада памяти в районе 2-го садика, сад памяти участников Великой Отечественной войны. Эти все мероприятия сейчас проводить нужно со всей строгостью, наверное. Везде безопасность, Гаджи Газель Гиберович, нужно, я думаю, обеспечить и практически, с другой стороны, обеспечить безопасность на сегодняшний день. Это одно дело. Думаю, что и сохранность этих объектов надо обеспечить. Сегодня мы видим, получили сообщение на мемориальном комплексе Белые Журавли. Дети покатались с грязными шинами на велосипедах. И уже шум по всей России подняли, что вот на следе от грязных шин велосипедов остались на граните. Такие вопросы всегда бывают. И соблюдать безопасность, то, что мы раньше говорили, если мы в парке афганцев что-то смогли как-то привлечь внимание и провести эти мероприятия. И на всех объектах так должно быть. Мы поставим камеры, может где-то на Журавлях у нас камеры есть, мы определим этих детей. И, наверное, родителям нужно делать замечание, чтобы дети с грязными колесами там не катались, когда выйдут они, или пускай убирают за собой. Мы же не должны за каждым человеком убирать мусор. Или везде, где мусорные баки у нас бывают пустые, а пакеты с мусором бросают возле мусорных баков. Такие вопросы тоже сегодня очень актуальны. Давайте первый вопрос. Если
выступление заместителя председателя АТК Пузарского района была Байон Газян Игоревич. Ассаламу алейкум. Сегодня по подготовке к проведению майских праздников у нас уже с 30 числа лесничество перейдем на усиленную интенсивную службу. В прошлом году мы под охрану брали, под круглосуточную охрану брали 16 памятников. В этом году пока мы памятники под охрану не взяли, но сейчас дополнительно у нас начался этот завтрашний памятники, практически все памятники возьмем под охрану, под круглосуточный. И дополнительно у нас памятник журавлей нам тоже включилось. Максимум личного состава у нас будет задействовано на охрану общественного порядка, и надо будет максимум и народных дружинников туда подключить. Потому что все объекты под круглосуточной охраной, чтобы взять, у меня средства прийти хватает. Поэтому и период проведения 9 мая праздничных мероприятий мне надо полностью личный состав привлечь. Основном, где будет проводиться мероприятие. Это сейчас по плану определился. Мы сейчас план получили, сейчас я видел план. По плану мы сейчас сядем, обдумаем, куда, кого, как задействовать личный состав. Мы дополнительные силы тоже запрашиваем с МВД. Ну, не первый год проводим, я думаю, уверен, в этом году тоже мы проведем этот праздник без нарушений и без какого-то общественного правонарушения. И у нас дополнительно все места, где будут проводиться общественные мероприятия, где будет скопление народа, в обязательном порядке мы с утра будем обследовать кинологическими службами. И, как и в прошлом году, кинологические службы, военные, погранслужбы, у них более подготовленные собаки кинологические. У нас одна собака только по делотехническим моментам, только одна собака у вас на весь собак. В принципе, как и в прошлом году, основном у нас в конечном итоге это наверху, где скачки будут проводиться, а там в основном всегда нам помощь оказывали народные дружинники. Вот, в основном сейчас же надо уже всех предупредить и их обеспечить. Они нам, в принципе, только там не нужны, больше в другом месте они нам не нужны. Сейчас, конечно, у нас чуть тяжелее будет, мы не там будем собираться, здесь легче было нам собираться перед администрацией, проводили это все здесь, а сейчас собираться в Журавлях, там какой-то порядок в моем гадже, надо будет проработать, кого будем запускать, кого не будем запускать. Если мы машину не запускаем, даже, может быть, мы организуем подвоз жителей от центра, от селения Хунзах до Журавлей на микроавтобусах. Мы привезем, разгрузим, он уедет, привезем, разгрузим, он уедет, и потом обратно тоже он будет развозить жителей оттуда до Хунзаха. Такой вариант тоже мы постараемся, хотя бы по одной маршрутке поставить от чтобы люди, машины там, чтобы не скапливались. Если машины будут стоять, чтобы они на обочине стояли, чтобы не мешали движению. Это же автопробег, мы тоже начнем оттуда же, прямо с Журавлей будет идти автопробег в завершении после официальной части. Оттуда же попробуем мы в этом году и автопробег организовать. А что касается волейбола, волейбол тоже в этом году мы перенесли в Анусий спортзал. Поэтому у нас с одной стороны хорошо и освобождается большое количество, здесь проблем было больше в Хунзахе, когда мы это все делали. И порядок пропуска машины, это все у нас уже есть. Лента, наверное, тоже не проблема. Огородить место для стоянки автомобилей, чтобы было указатели поставить, где стоянка. Это все организационный момент, мы уже имеем такой опыт. В своем докладе озвучил о принимаемых дополнительных мерах обеспечения безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации в форме УГ и ЕГЭ.
последнего звонка и вкусных вечеров в общеобразовательных учреждениях муниципального района Хузовского района. На территории муниципального района Хузовский район для проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, как и в предыдущие годы, пунктом проведения экзамена государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ назначена Хузовская средняя общеобразовательная школа номер 1. На основании закона об образовании и приказа Минпросвещения России от 4 апреля 2023 года под номером 232/551 об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного высшего образования в целях обеспечения безопасности и порядка, предотвращения фактов нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации, пункт проведения экзаменов, а именно Хузовская средняя общеобразовательная школа номер 1, оборудована стационарными и переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи. В период проведения государственной итоговой аттестации территория пункта на проведение экзамена охраняется сотрудниками ОМВД России по Хузовскому району и сотрудникам ЧОП, которые по контакту работают в данной школе. С графиком проведения государственной итоговой аттестации 2024 обе структуры ознакомлены. В целях безопасности по приказу в каждом общеобразовательном учреждении назначены ответственные лица, которые обязаны организовать подвоз и отвоз к пункту проведения экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Далее, в целях обеспечения безопасности в период проведения торжественных мероприятий последний звонок и в целях обеспечения полноты комплекса мер, направленных на предотвращение диверсионно-террористических актов в общеобразовательных учреждениях муниципального района Хузовский район, руководителям общеобразовательных учреждений муниципального района Хузовский район поручено о необходимости проводить утренний досмотр образовательных учреждений в период проведения мероприятий, усилить пропускной режим, исключить допуск в здание посторонних лиц, обеспечить досмотр автомашин и лиц, доставляющих в общеобразовательные учреждения, в том числе продовольствие, строительные материалы, учебно-методическую литературу и так далее. Сообщат незамедлительно в отдел полиции о подозрительных лицах и грузах на территории общеобразовательного учреждения. При проведении общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и иных мероприятий с массовым участием граждан руководствоваться методическими рекомендациями по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка при организации и проведении мероприятий с массовым участием граждан на территории Республики Дагестан, утвержденными от 04.11.2016 года ОМВД Республики Дагестан. Издат приказ по общеобразовательному учреждению о защите общеобразовательного учреждения от террористической угрозы в период проведения торжественных мероприятий последний звонок, в котором необходимо отразить следующие моменты. Ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся воспитанников при организации и проведении мероприятий возложить на руководителя общеобразовательного учреждения, в его отсутствие на его руководителя. Далее назначить ответственных дежурных из числа администрации и педагогических работников на месте проведения на каждом этаже здания. Помещения, не задействованные при организации праздничных мероприятий, должны быть закрыты или опечатаны, кроме запасных выходов. В период проведения праздничных мероприятий, последний звонок, объекты общеобразовательных учреждений будут охраняться сотрудниками ОМВД России по Хузовскому району и охранниками ЧОП и сторожами общеобразовательных учреждений. Уважаемые коллеги, вот период квартала закончился, но ни одна структура не представила справки. Будьте добры, по первому кварталу, по комплексному плану представить справки. Если вам по каждому мероприятию, если у вас есть справка, надо по каждому мероприятию справку надо. Если нет, квартальную справку надо. У нас новый куратор обещал приехать, не знаю, когда приедет. У нас Саипов Сайбудин Магомед Хабибович перевелся в другой округ, северная часть. Поэтому сейчас у нас есть Керим Сафрудинов, у них тоже идет ротация, поэтому он обещал приехать с нами, познакомиться поближе. Поэтому заранее то, что в этом году начали делать, планы и справки у вас обязательно должны быть готовы. Потому что не говорили, что мы не знали. У нас все есть, у нас больше всех, чем в других районах. У нас и мероприятия есть, и другие, что какие-то
планах, которые предусмотрены. Но единственное, мы и отражаем его вовремя в справках и отчетах. Поэтому будьте добры, не ленитесь, вовремя в своих отчетах это отражать надо будет. У нас вот, ничего такого дополнительного, как в прошлом году, не виделось до сегодняшнего дня, но сегодня решили провести основные мероприятия в мемориальном комплексе, поэтому сегодня же и поменяли план мероприятий. Так, открытие памятника, у нас 2 памятника открывается в этом году, селение Архида Хасавюртовского района, Шамсудин Яхаевич, глава муниципального образования сельского поселения Очкула, ответственный. Дальше идет республиканский турнир памяти погибших участников СВО Хунзах и теннисный клуб «Акарон». Контроль Гитино Гамед Магомедович. Всероссийская акция «Солдатская каша». Местность Алар. 9.05, 10 часов. Проведение чемпионата района по волейболу среди сельских команд, посвященной 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, приуроченной к 110-летию Шахруддина Шамхалова. 4.05. Финал 9.05. Селение Ануси. Амарова Шамай, Магомедов Магомед Дахарадаевич, контроль Гитино Гамед Магомедович. Возложение цветов памятникам участникам Великой Отечественной войны селению Хунзахи. Открытие сада памятным участникам СВО. Селение Хунзах 8 мая 10 часов. Талгатов Магомед Хазревич, Амарова Шамай, Магомедова, Кантуанова Жавгарат, контроль Амиралиев, Долгар Гамзат. У нас дальше идет сбор участников, это 9 число, мемориальный комплекс Белые Журавли. 9:30. Гамзатова Батмат Хадисовна, Кантмазов Жавгарат, Гитино Гамед Магомедович. Сбор участников. Возложение цветов памятник матери и ребенка. Мемориальный комплекс Белые Журавли, 9 числа, 10 часов. Подходит тоже Гамзатова, Амарова Шамай и Гитино Гамед контроль.